Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех наших дорогих постоянных или, возможно, новых телезрителей на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Это «Утро Якутии», пятница, и эту пятницу мы встречаем вместе с вами. Павел Танин, Дарья Анкехова, ну и, конечно, вся наша большая съемочная команда. Да, которая подготовила много всего интересного для того, чтобы в этот пасмурный день, такой дождливый, прохладненький, подарить вам хотя бы немножечко такую частичку тепла, света и радости, чтобы день ваш прошел просто замечательно. Сегодня у нас будут очень интересные гости. С одними из них мы поговорим на актуальную тему. Это детские лагеря за рубежом. Поэтому, если вдруг вам, как родителю, интересна эта тема, то в ближайший час оставайтесь вместе с нами. Полезную информацию вы точно получите в прямом эфире. Да. Ну и, как всегда, самая рубрики. первая полезная информация будет совсем скоро. А, конечно же, рубрики у нас тоже сегодня присутствуют. Ну и обязательно будут новостные включения. Ну и забегая вперед, сегодня у нас будет такое, добрая традиция, которую мы слегка подзабыли в связи с нашими климатическими условиями. Это прямые включения. Периодически наши коллеги находятся на той или иной локации в нашей столице, и благодаря новым технологиям, я бы сказала, есть возможность прямого включения, то есть живого общения. И сегодня это тоже будет в нашем эфире. И с первых уст прям сиюминутно узнать что-то новое. Сегодня это, да, я подтвержу твои слова, сегодня это будет. Но вначале, конечно же, по традиции, наверное, важнейшая информация для нас всех, что же нас ждет за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 3 градуса. В заречной группе 3,14 выше 0. В южных до плюс 5. В Вилюйской группе 1,3 со знаком плюс, в Нижнеленских минус 1 плюс 5. В западных до 7 градусов тепла. В Колымандигирской группе Усов минус 5 плюс 11, в Янских минус 3 плюс 1. На северо-западе ожидается до 1 градуса тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Сегодня днем облачно, без осадков. Ветер также северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 7 градусов. Ну а если начинать утро правильно, с полезных и здоровых привычек, то сегодня для этого есть просто замечательный повод. Это акция «День приезда на работу на велосипеде». И вот уже несколько лет жители Якутска свято поддерживают эту традицию и добираются на работу на собственном двухколесном транспорте. Сегодня в их числе наш коллега Евгений Никифоров. Он на прямой связи со студией и подробнее расскажет и, самое главное, покажет, что сегодня ожидает тех, кто, несмотря на пасмурную и прохладную погоду, все равно отдает предпочтение велосипеду. Евгений? Доброе утро, друзья! Сегодня замечательный день, замечательное утро для того, чтобы поехать на работу на велосипеде. Сегодня у нас проходит одноименная акция, призванная поощрить тех людей, которые передвигаются, сделали пользу в сторону двухколесного транспорта вместо общественного либо личного автомобиля. Сейчас мы находимся на одной из точек поощрения, энергетических точек, где каждый велосипедист, двигающийся на работу, может подъехать и получить какие-то определенные подарочки и просто заряд позитива. Вот мы видим уже одного человека. Здесь едет у нас мужчина. Здравствуйте! Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Пожалуйста, представьтесь, расскажите, куда вы едете в столь ранний час и что для вас вообще велосипед? Я Федоров Михаил Алексеевич. Велосипед, так как я, так сказать, в советское время родился, на велосипеде ездил с детства, там простые велосипеды были, непрочные. На велосипеде постоянно стал ездить с 2010 года где-то. Так. Перемежаю, бег с ездой на велосипеде. Сейчас съездил на реку, посмотрел, как там вода прибыла, не прибыла, не прибыла. Не прибыла, прекрасно. То есть в такую рань вы на велосипеде каждое утро практически двигаетесь? Я рано встаю, поэтому. И рано машин мало. Сейчас я маленько припозднился, поэтому уже машины появляются. А так пораньше-то можно ехать вообще без остановок. А что для вас велосипед вообще в жизни? Что это? Средство передвижения, может быть хобби, может быть какой-то образ жизни в какой-то мере? Наверное, скорее всего, образ жизни. Мне просто нравится на нем ездить. Управлять, нагрузку получаешь. Такую нагрузку, как при беге получить, конечно, нужно хорошенько на велосипеде проходить. Вот так.
Ну, на работу сегодня на велосипеде холодновато. Но вот когда теплые деньги будут летом, это милое дело, конечно. Ни пробок, ничего, не опаздываешь. И вот велодорожки сделали. Все больше и больше их становится. Правда, самокатчики нагружают. Уже так расслабленно. Расслабленно не поездишь, как раньше. Вот так. Здорово. Смотрите, суть акции заключается в том, что вы можете помимо езды на велосипеде на работу получить какие-то призы, поощрения от наших волонтеров. Проходите, пожалуйста, к столу. Сейчас девочки вам вручат энергетические батончики, наклейки предусмотрены. Смотрите, друзья, как это происходит. То есть каждый, кто едет на велосипеде, получает вот такой стартовый комплект, можно сказать. На велосипед наклеено. Так, девочки, тут у нас что входит в подарок? Где мужик? Есть? Еще раз. Что входит у нас в комплект велосипедиста? Входит банан, получается. Есть батончики, попить, сладкая водичка. И также у нас от наших спонсоров, партнеров бесплатные посещения, бесплатное кофе и наклеечки. Здорово, друзья, смотрите, всего лишь нужно поехать на работу на велосипеде и получить целый набор таких замечательных энергетических поощрений. Вот, видите, первый участник. Эти все наборы достанутся вам. Напоминаю, что на энергетической точке девочки будут стоять с 7 до 9 часов утра, и каждый, кто проедет мимо, может это все забрать. В городе Якутске две такие точки. Это площадь Республики, и вторая это на сквере Матери. Если ваши маршруты проходят через них, то добро пожаловать. Давайте немножечко пообщаемся с волонтерами. Спасибо вам большое, удачной дороги. Расскажите, пожалуйста, немножечко про эту акцию быстренько. Что она из себя представляет, который раз проходит, и что мы здесь с вами делаем? В Якутске эта акция проходит уже второй год. Акция всероссийская во всех городах. Встречаем людей, с 7 до 9 будем здесь стоять. Встречаем людей, которые передвигаются на велосипеде сегодня. Прекрасно. А расчетное количество участников, по вашему мнению, сколько будет? В прошлом году было более 150 людей, а в этом году рассчитали на более 200 человек. У нас получается две точки энергетические по городу, здесь и на площади Матери. Замечательно. Смотрите, уже появились участники. Добрый день, доброе утро. Активно люди передвигаются. Я хочу всем сказать, что, друзья, движение – это жизнь. Передвигайтесь как можно чаще в активном виде. Это пешая ходьба, это бег, это велосипедный транспорт. В столь замечательный день хочу пожелать, чтобы у вас все произошло замечательно. День был прекрасным, настроение улучшилось. А если вы еще и на велосипеде, то добро пожаловать на акцию на работу на велосипеде на наши энергетические точки. Замечательная, да? Такая интересная тема. Да, во-первых, Евгений, спасибо тебе за такую оперативную информацию, да, с места событий, что происходит и так далее. И мы желаем всем нашим зрителям тоже отдавать предпочтение, наверное, более, в первую очередь, здоровому виду транспорта, потому что, велосипед еще позволяет себя как-то в форме поддерживать. Забегая вперед, я знаю, что Павел Танин сегодня приехал на работу на велосипеде и, собственно, после нашего прямого эфира собирается посетить одну из этих энергетических точек. Я думаю, на энергетической точке я ничего не получу, потому что акция на работу на велосипеде, а я уже с работы на велосипеде. Я думаю, тебе Евгений Никифоров обязательно что-нибудь отложит. Ну а мы сейчас готовы передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Подработка приносит россиянам дополнительные 20% к доходу. Половина опрошенных подрабатывает помимо основной работы, в основном это мужчины. Только 20% заявили, что искать еще один источник заработка не намерены. Причем мужчины чаще подрабатывают в сфере строительства, производства и доставок, а среди женщин распространены подработки в онлайн-торговле и образовании. Дополнительные 10% от дохода получают от подработок 43% опрошенных, до 30% – 36%, до 50% – 13%. Более 50 – всего 8. В среднем удается заработать дополнительные 20% от всего дохода.
В поездах крымского железнодорожного перевозчика с 15 мая начинают действовать новые правила перевозки домашних питомцев. Об этом сообщила компания. Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. Так, оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется. Однако теперь можно взять больше животных. На каждый проездной документ не более 2 мелких животных в переноске и не более 1 крупного животного. Это упростит путешествие семьям. Например, семейная пара, путешествующая в СВ, сможет взять с собой собаку или даже 2 питомцев, а семья из 4 человек сможет взять с собой животных в купе. Туризм из Владивостока в приграничный китайский город Хунчунь стал самым популярным направлением для российских туристов. Всего в нескольких часах езды на автобусе город привлекает своим уникальным сочетанием культуры, гастрономии и природы. Поездка в этот город начинается с оформления необходимых документов, что благодаря упрощенным процедурам не занимает много времени. Стоимость при этом такой поездки на 4 дня составляет около 10 тысяч рублей за человека, куда входит проживание, трансфер, виза, завтраки и страховка. Я уже несколько раз бывала в приграничных городах Китая, и в этот раз моим направлением стал город Хунчунь. Могу с уверенностью сказать, что такой формат путешествий пользуется большой популярностью во Владивостоке, как среди молодежи, так и среди семейных туристов. Я считаю, что это очень удобно и доступно. Выезжаешь ночью на автобусе, и уже утром по китайскому времени ты на месте. Накануне отметили Всемирный день семей. В честь праздника в доме Арчи чествовали и провели обряд благословения супружеских пар, которые в любви и согласии живут ровно 50 лет. Традиция такая – поздравлять счастливых пар появилась в 2022 году. Накануне же собрались 8 семей и поделились уникальными историями и секретами долгой совместной жизни. Несмотря на почетный возраст, супруги активно участвуют в сфере культуры, образования, медицины, сельского хозяйства родной Якутии, воспитывают внуков, а также, как и полвека назад, горячо любят и уважают друг друга. Встретился я с ней в самолете. Вот, думал, японочка, а это якуточка. Вот с ней мы уже вместе прожили 50 лет. А мне уже 88-й год. Поэтому и детям говорю, живите дружно, чтобы никаких ссор не было, чтобы ничего, все нормально, чтобы было. Очень приятно было бы. Весна близится к завершению, а это значит, наступает особая пора для юных абитуриентов и их родителей. Сдача экзаменов, волнение, выбор будущей профессии. Очень здорово, что нынешнее поколение имеет возможность выбирать не только профессию, но и страну, в которой хочет получить образование. К тому же сегодня для этого есть вообще все удобства. О том, как организовать поездку за рубеж для школьников или будущих студентов заграничных вузов, расскажут наши гости. Генеральный директор туристического оператора ООО «Синотревел» Екатерина Кириллина и заместитель генерального директора Агентства международного образования «Синосфера», координатор по образовательным проектам туроператора «Синотревел» Юлия Николаева. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Екатерина, расскажите нам, пожалуйста, о том вообще, что же такое Синотревел. Ну, мы знаем о том, что это туристический оператор, да, уже сказали об этом, но вы все-таки позиционируете себя как единственный в Якутии выездной туроператор. Что это значит? Так, ну смотрите, получается, Синотревел была создана в результате слияния опыта 2 компаний, которые работают в сфере выездного туризма типа вот отдых, каникулы, с одной стороны, и с другой стороны Синосфера. Это агентство по международному образованию, то есть организация, которая помогает абитуриентам, студентам поступать в вузы Китая, лучшие вузы Китая. И вот мы решили объединить весь наш опыт и создавать туры для населения Якутии, и не только. Вообще часто задают вопрос, чем же отличается турагентство, например, турфирма, да, от туроператора? Дело в том, что туроператор имеет право и лицензию создавать собственные туры. Для этого мы прошли там ряд бюрократических таких вопросов, получается, получили финансовую гарантию, и теперь мы можем легально и безопасно формировать для вас туры. То есть полностью с нуля по своему желанию, да? Все верно. Ну, это основная задача туроператора, в том числе, тут, как вы сказали, организация туров под ключ. Вот над чем сейчас Синотревел, над каким проектом, может быть, работает? Вот как моя коллега только что упомянула, это слияние 2 компаний. Я представляю компанию «Синосфера». У нас на протяжении вот многих-многих лет очень много партнеров среди топовых вузов Китайской Народной Республики, которые предлагают нам очень интересные инновационные продукты для наших школьников, приглашают их на программы университетов и готовят очень такую вот хорошую программу. То есть что туда входит, например, да, это, конечно же, изучение языка,
Туда также входят спортивные мероприятия, культурные мероприятия, разумеется, это экскурсии и так далее. Поэтому, конечно, поскольку мы также имеем и прямую связь с международным отделом, поэтому мы разрабатываем эти проекты для наших школьников, программы для наших школьников особенно тщательно. Юлия, а после какого класса уже можно поступать в китайские вузы? С 13 лет. С 13 Да, с лет 13 можно? лет можно поступить, конечно. Можно И это принять высшее участие. образование уже? Нет, это языковые школьные, да, школьники. да. А высшее образование? Высшее образование, значит, если студенты, конечно, хотят подтянуть свой язык, например, да, китайский, может быть, это даже английский, да, или просто они хотят расширить кругозор, поехать в Китай, конечно, они могут также присоединиться к нашим программам. Ну, вот сейчас нас смотрят как раз и родители школьников, которые планируют летний досуг детей, возможно, и студенты, и взрослые люди. И вот говоря про образование за рубежом, да, непосредственно в Китае в нашем случае, расскажите, вот, пожалуйста, об уникальности, наверное, да, и каких-то вот преимуществах обучения там. Ну, здесь я могу сказать, что несмотря на то, что действительно очень хорошо идет обучение китайскому языку и изучение китайского языка у нас в России, тем не менее побывать в Китае, именно погрузиться в языковую среду, это, конечно, бесценно. То есть в любом случае, если изучаешь язык здесь, это одно дело, а если непосредственно там уже в Китае, то это, конечно, совершенно другая С история. носителями общаешься. Да. так всегда. Ну и огромный плюс, я считаю, когда ребенок выезжает вот на такие достаточно долгосрочные поездки, он учится быть самостоятельным, учит сам себя обслуживать, учит общаться с людьми, с его окружающими, да, независимо от того, там, владеет он языком и так далее. Это, мне кажется, это классное подспорье вообще в целом, в общем развитии ребенка. Ранняя прокачка софт-скиллов. Но а в любом случае, наверное, все равно какие-то навыки, какие-то знания иностранного языка должны быть, да? То есть как можно 14-летнего ребенка вот так взять и отпустить и сказать «лети, пташка», да? В принципе, не обязательно. Не обязательно. Методики, они нацелены на то, чтобы с нуля ребенка уже погружать вот в язык, получается. Ну и в любом случае ребенок все равно там один на один не Не остается. остается, Тут и конечно. кураторы какие-то есть и так далее. Но если говорить все-таки о программах и о стоимости вообще, конечно, это, наверное, основополагающий такой момент, потому что родители думают, наверное, что это какие-то заоблачные цены, да, или все-таки они доступны для жителей нашей республики. Давайте поговорим на эту тему. Ну вот, да, уникальность как раз-таки нашего туроператорского продукта, да, в том, что цены очень доступные. Вот, например, сейчас идет у нас набор в группу, которая выезжает в Харбинский политехнический университет. Как раз-таки у нас до 23 мая идет прием заявок все еще. Там, значит, можно подать заявки, и стоимость, в принципе, ну, от 140 тысяч рублей и чуть выше, в зависимости от группы, в зависимости от наполненности в целом, да, программы. Но мы готовы, конечно, проконсультировать, рассказать, что это будет, как это будет. И цены достаточно доступные. Ну, помимо Харбинского политехнического, конечно, у нас есть еще и университеты в Гуанчжоу, в Ухане, Уханьский университет и многие другие университеты, которые приглашают наших школьников побывать на их языковых школах. А сколько программа образовательная длится в рамках вот тура такого? Но вообще сроки, они различные, от 2 до 4 недель. То есть сюда включается вот все, что мы перечислили: встреча, проводы, проживание в кампусах университета, ну, прям как взрослые, они там будут жить, учиться. Учебная программа, она идет обычно до обеда. После обеда у них идут вот более такие развлекательного характера мероприятия, то есть это спорт, это физкультура, уроки каллиграфии, там все что угодно, там вырезание из бумаги. В общем, скучать дети точно не будут. Ну и культурная программа, соответственно, тоже. А в среднем сколько человек в группе? Потому что некоторые родители любят такой индивидуальный подход к своему чаду, да? А здесь будет большая такая компания или все-таки группа ограничена? Группы могут быть ограничены, потому что если слишком много людей, то внимания может не хватить, естественно. То средние наши группы примерно от 15 человек плюс 1 руководитель. Также мы делаем набор на сборные группы. Если у вас ребеночек один куда-то собирается, пока там классный руководитель ничего не инициирует и так далее, тогда вы можете присоединить ребенка как раз-таки к нашим группам. Вот это тоже достаточно большой плюс, я считаю. Большой плюс. Ну а в целом отзывы, конечно, наверное, это же один из самых главных показателей вообще вашей работы, да? Ребята, какими приезжают? Вот какими они становятся, возможно, после такого уникального опыта? Ну, естественно, во-первых, мы получаем обратную связь от руководителей, то есть они уже рассказывают, как себя детки вели, что кушали, там, что интересного узнали, и очень хорошая обратная связь от родителей идет. Ну вот, опять же, они взрослеют,
они учатся быть самостоятельными и так далее. Ну и прокачка языковых навыков, она идет на высоте, потому что погружение в среду — это лучший метод изучения языка. А где и как можно с вами связаться, допустим, просто хотя бы получить консультацию? По нашим контактным данным у нас есть телеграм-канал, у нас есть сайт, также sinatravel.ru. Там есть все наши программы. Можно, конечно, оставить заявочку, можно посмотреть, какие это программы, что туда входит, и ознакомиться с информацией. Получить консультацию. И получить консультацию, С конечно. радостью все расскажем, покажем. Да. Спасибо большое, что посетили наш эфир. Мы желаем вам плодотворной работы, ну и, конечно, такого прекрасного весеннего настроения. Спасибо. Вот, ну, в поездках за рубеж раньше очень, конечно, неплохим навыком являлось уже изначальное владение иностранным языком. Нужно было также вообще очень заранее готовиться, маршруты продумывать, места для посещения. Но сегодня на выручку приходят гаджеты и их функционал, в том числе и виртуальные помощники. Сегодня, кстати, отмечается Международный день виртуального помощника. Праздник посвящен не только самим технологиям, но и сообществу разработчиков, дизайнеров, интерфейсов, инженеров, лингвистов, работающих над созданием удобных и эффективных решений. Да, вот в целом же история виртуальных помощников начинается с создания в 1966 году программы «Элиза» американским ученым Джозефом Вейценбаумом. Модель имитировала диалог с психотерапевтом, анализировала введенные пользователем текст и отвечала, представляя шаблонные фразы. Один из самых известных виртуальных помощников появился в 1997 году. Речь идет о милом помощнике Клиппи. В русской версии известен как Скрипыш. Это анимированный помощник, встроенный в пакет компьютерных программ Office. Даша, я думаю, наверное, ты его видела, ты его знаешь, и многие наши зрители тоже. Ну а сегодня пришел, конечно же, черед уже искусственного интеллекта, который успешно интегрируется в нашу жизнь. Далее мы расскажем о других памятных и исторических событиях, отмеченных сегодняшним днем в календаре. На календаре 16 мая – Международный день света. По народному календарю – Мавра-рассадница, Мавра – зеленые щи. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огород семенами овощей. Зелеными щами день называли потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты, а из свежей зелени. Мавру также величали молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. Этот день в истории. В Петербурге основан Смольный институт благородных девиц. В Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае. В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров». Начало антиалкогольной кампании в СССР. В этот день родились Иван Цветаев, русский ученый, историк, археолог, филолог и искусствовед. Генри Фонда, американский актер, обладатель премии «Оскар». Ольга Бергтольц, советская поэтесса и прозаик. Вуди Герман, американский джазовый кларнетист. Ольга Корбут, советская гимнастка, 4-кратная олимпийская чемпионка, тренер. Именины сегодня отмечают Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна. От праздников дня перейдем к блюду дня. Именно так называется наша самая вкусная рубрика. И чтобы приготовить сегодняшнее блюдо, вам понадобится всего лишь помидоры, яйца и листья салата. Из этого что-то можно, в принципе-то, и приготовить. И, наверное, подобные продукты есть у многих из вас в холодильнике. Да, ну а из необычного потребуется для этого рецепта филе тунца и кунжута. А как из всего этого создать вкусное блюдо, смотрите далее. Доброе утро, дорогие друзья, меня зовут Исмаил, я являюсь шеф-поваром ресторана «Сцена». Сегодня мы будем готовить с вами салат из свежего тунца в ореховом соусе. Первым делом мы возьмем наш хрустящий лист салата, нарвем его небольшими кусочками. Далее мы возьмем 3 черри небольших, порежем ровно на 2 половинки. Итак, половина нашего салата почти готова. Далее мы с вами будем жарить тунец. Тунец обмачиваем в кунжуте. Прям тщательно. Чем больше кунжута, тем вкуснее. Кунжут даст еще особый вкус. Получится такое кунжутное масло. Мы будем жарить его на растительном масле. Но все равно семечко кунжута даст свой вкус. Аккуратненько ставим наш тунец. Главное, самая фишка в этой жарке, нужно вовремя переворачивать наш тунец, потому что если он неравномерно пожарится, то в салате он будет казаться некрасивым.
Итак, наш тунец пожарился до состояния аль денте. Сейчас мы будем его аккуратно резать слайсами для сервировки нашего салата. Добавляем ореховый соус. Далее мы перемешиваем его горочкой, выкладываем наш салатик. Выкладываем наши черри. Такой аромат от этого соуса. Выкладываем наш тунец, пожарен до состояния медиум, аккуратно выкладываем. А главная фишка этого салата — очень красиво засервировать. Итак, друзья, наш салат почти готов, но что-то не хватает. Мы добавим, конечно, яйцо пашот, чтобы она придала свою пряность. Для приготовления яйца пашот нам потребуется закинуть яйцо в кипящую воду, предварительно залив уксус и сделав воронку. И разбиваем яйцо. И аккуратно, такими небольшими жестами продолжаем делать вороночку, чтобы наш белок весь собрался. Пашот готовим минуты 2-3, но не больше, потому что дальше уже превратится у нас из яйца пашота просто в обычное яйцо вареное. Яйцо пашот выложили. Нужно обязательно поперчить, потому что перец дает тоже свою пряность. И аккуратненько берем ножом по шву, режем наш пашот яйцо. Наш салат готов. Не составило и 5 минут. Пробуйте, не бойтесь. Этот салат очень легко в приготовлении. Приятного аппетита! Ну, как видим, времени на приготовление такого прекрасного блюда уходит не так уж много, так что можно приготовить его на обед или на ужин и вкусно подвести итоги дня. А вместе с этим можно подвести итоги недели со сводкой ключевых событий в жизни республики. О них можете вычитать в газете «Якутия». И сейчас узнаем, какие материалы вошли в сегодняшний выпуск издания. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных новостях главной газеты республики. Сегодня в газете «Якутия». Как республика чествовала Героя России Дмитрия Куценко? Как изменятся тарифы на ЖКХ с 1 июля? Где смогут отдохнуть летом и с пользой провести каникулы юные якутяне? А также куда можно сходить на выходные и многое другое. Итак, по порядку. Гвардии подполковник Дмитрий Куценко, командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты, стал Героем России в сентябре 2024 года. На этой неделе он приезжал в родной Алекминск, где прошло его детство. Как встречали героя на родине в материале журналиста Кюне Еремеевой. В парламенте республики совместно с коллегией Минобразования прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы подготовки учителей. Планируется принять закон, касающийся некоторых гарантий особого статуса педагогов в регионе, который бы предусматривал подъемные для молодых учителей, а также компенсацию проезда и провоза багажа до места работы. Также было рассмотрено предложение о возможности создания специализированного педагогического вуза в Якутии. Какие меры будут приняты в нашем материале? Закончила школу медсестер, умела водить машину, стрелять, с детства хорошо держалась в седле. Эти и другие неопубликованные факты из жизни легендарной пионер-вожатой республики в воспоминаниях Фаины Авдеевой читайте в этом номере «Якутии». В нашей республике много уважаемых трудовых династий. Одна из них – семья рекордсмен. Большой род Васильевых из села Бяскёль Горного района посвятили 861 год своей жизни развитию сельского хозяйства родной республики. Об этом в нашем пятничном выпуске. С 1 июля коммунальные тарифы в республике вырастут в среднем на 13%. Как и сколько теперь мы будем платить за коммуналку? Какие льготы предусмотрены для отдельных категорий граждан? Подробно в материале Анастасии Москвитиной. Читайте газету «Якутия», будьте в курсе всех событий. До свидания. Доброе утро всем, кто встречает наступивший день вместе с нами. Напоминаем вам о том, что вы смотрите прямой эфир программы «Утро Якутии» на телеканале «Якутия» 24 и НВК «Саха».
Да, и вот мы уже упоминали в одном из наших эфиров о том, что в республике стартовал конкурс для школьников «Креатив 4К», и сегодня хотели бы снова напомнить вам о нем. Принять участие в конкурсе могут дети от 14 до 17 лет, всего лишь рассказав о своих достижениях в социальной сети ВКонтакте. Всего 2 условия для участия. Это что? Необходимо написать мотивационное письмо и разместить пост в соцсети о креативной экономике Якутии с хэштегом «Креативная Якутия». Конкурс пройдет с 30 мая по 1 июня 2025 года. Вот QR-код на экране можно отсканировать и подробнее о конкурсе узнать. Ну а мы просто добавим, что... В программе конкурса да, будут увлекательные лекции, мастер-классы и тренинги от ведущих экспертов креативной индустрии. Поэтому, молодежь, дерзайте, пробуйте, и, мне кажется, у многих из вас все получится. Ну а теперь перенесемся в Национальный художественный музей. Каждую неделю мы знакомим вас с экспонатами, представленными в его экспозиции. Но сегодня немного отклонимся от традиции. В экспозиции представлен бюст одного из выдающихся людей из жизни республики, о биографии которого нам расскажет сегодня рубрика «Музейный гид». Афанасий Данилович Богатырев еще при жизни стал легендой. Общественный деятель, участник гражданской войны, становления советской власти в Якутии, первый капитан из народа Саха, внес огромный вклад в освоение Арктики. Он родился в далеком 1882 году в Татинском Улусе в бедной семье. И уже 8 лет он был вынужден батрачить на богатые семьи. В 19 лет он поступил в пароходство купчихи первой гильдии Якутской Анны Ивановны Громовой на теплоход «Лена». Вначале Афанасий работал простым матросом, потом штурвальным, и затем уже стал лоцманом. Первый начальник Тикси Фрейберг был просто поражен, как этот парень на протяжении 2000 километров знает все безопасные пути. Оказывается, молодой Афанасий брал катушку бумаги, карандаш и делал зарисовки, потому что в то время не было ни бакенов, ни каких-то специальных створок, и все капитаны и лоцманы водили сюда по памяти. И это было такой до революции первой картой лоцманской. После наступления советской власти карта уже была издана, и это стало таким методическим пособием для всех капитанов и лоцманов. Афанасий в 1930 году был назначен капитаном. И вот 50 лет он неустанно водил суда по реке. Конечно, он был награжден почетными грамотами, он был награжден даже за то, что он воевал в годы гражданской войны, винтовкой, патронами. Сам Папанин наградил его именными часами, кожаным пальто, биноклем. Профессор Визы, который участвовал в экспедиции на теплоходе «Сибиряков», восхищался Богатыревым и говорил, ну как мог якутский парень, который даже только узнал грамоту после становления советской власти, так прекрасно знать реку. Вообще Богатырева знала вся Якутия. И 50 лет он ходил по рекам. Конечно, 30-е годы, это, все мы знаем, это репрессии, и эта участь не обошла и капитана Богатырева, он был снят с этой должности. Но вот Великая Отечественная война все поставила на свои места, обвинения были сняты, и он продолжал помогать стране и Якутии. Доставлял грузы, чтобы накормить якутян с бухты Тикси до Якутска на теплоходе с таким названием «Первая пятилетка». Кстати, якутяне называли этот теплоход «кормилицей», потому что там возили тушенку, продукты, муку, все необходимое для жизни. И этот теплоход, сзади которого шли 16 барж, их называли даже деревней.
вот такой неустанный труд всей жизни. И не зря в нашем городе Якутске одна из улиц названа именем Афанасия Богатырева. И 2 парохода носят его имя. Это теплоход «Капитан Богатырев» и Афанасий Богатырев. Такая легендарная личность, которой посвящена скульптура в экспозиции «Арктика как искусство». Ну а сейчас перенесемся в Алдан и посмотрим сюжет о жизни ветерана труда Галины Сергеевой. О ее жизни, о сложном детстве военных лет и о дружбе, пронесенной сквозь года, расскажут наши корреспонденты. Этот янтарный гарнитур Галине Сергеевой особенно дорог. Он словно приоткрывает завесу в давно ушедшее прошлое, напоминая владелице об искренней и крепкой дружбе. Украшение Галине Максимовне подарила подруга детства. Они расстались сразу после школы, но связь не оборвалась. Я с одной девочкой, Бурагайте, переписывалась до недавнего времени. Они потом в Литву уехали. И мы все время переписывались. Даже подарки. Я ей книгу такую отправила про Якутию. А она мне потом ожерелье и браслет. Детство Галины Максимовны прошло в поселке Нюя Ленского района. В семье было 8 детей. Когда началась война, нашей собеседнице исполнилось всего 7 лет. И почти сразу пошли похоронки. Я помню, как в одной семье сразу пришли похоронки на 3. На мужа, на сына и на зятя. И как вот это женщины бежали по дороге, плакали с распущенными волосами. Это я хорошо помню. Ну и сразу начался голод. Жизненные перемены глубоко ощутили не только взрослые. Горе и безысходность были понятны самым маленьким. Непреложной данностью для ребятишек становился постоянный труд и необходимость помогать родителям. В соседнем селе Жирба, это соседнее, но довольно далеко, километров 40 от него. Мама туда поехала картошку зарабатывать. А младшему ребенку было 9 месяцев. И вот этого ребенка взяли с собой, а меня как няньку. И вот мама, помню, под дождем копала картошку, а я вот с сестренкой Виталинкой водилась. После школы Галина Максимовна поступила в учительский институт, в те годы бывший единственным в Якутии. Позднее, уже будучи учительницей, окончила Якутский государственный университет. Конечно, свою профессию я любила. Я очень любила, детей любила. Галине Максимовне было всего 20, когда она встретила будущего супруга. В то время наша собеседница уже учила детей истории и географии в школе села Дельгей, а Николай Иванович там же преподавал премудрости математики и физики. Позднее он стал директором школы. Супруги вырастили 2 детей. Династию родителей продолжила дочь. Лидия Николаевна много лет отдала Алданской вечерней школе. Сначала вела математику, затем стала завучем. К слову, над выбором профессии Лидия Николаевна никогда не задумывалась. Она знала, какой сфере посвятит жизнь. По стопам родителей, ну, вы знаете, если честно, я всегда сидела на уроках и думала, вот так я не буду делать. Или наоборот, я тоже буду вот так. Наверное, с 1 класса. В 2017-м Галина Максимовна переехала из Алекмы в Алдан. Учительница активно общается с друзьями и бывшими учениками. Да и на новом месте почти сразу обзавелась знакомыми. В общем, на заслуженном отдыхе Галина Максимовна не скучает. Читает. Правда, уже не совсем то, что раньше. Кроссворд разгадывает. Она общается со своими подругами по WhatsApp. И даже заглядывает в интернет, если что-то не может отгадать в кроссвордах. Такая тихая, такая добрая, вот веет от нее вот этой вот любовью к людям.
Это вот самое главное, я считаю. То есть, несмотря на то, что они прошли действительно очень трудное детство, и можно сказать, что и юность тоже была не такая и легкая, но они все равно оставили в себе вот это уважение к людям, доброту, вот эту они оставили у себя. Каков на вкус корень учения, сладкий или горький? Споры по этому вопросу не утихают. Ученики Галины Максимовны знают, этот корень сладкий. Свою учительницу они вспоминают с безграничной благодарностью, теплотой и любовью. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В Госдуме предложили маркировать вредные продукты. Если закон примут, то производители должны будут размещать на продуктах предупреждающие знаки, если в составе слишком много сахара, жиров, калорий или соли. Предполагается, что на упаковку будут наносить черные шестиугольники с белыми надписями, вроде «избыток калорий» или «избыток сахара». Причем один продукт может получить до 4 таких знаков. Депутаты считают, что покупатели не всегда внимательно читают составы, а яркое предупреждение поможет им делать более осознанный выбор. Весенний паводок обнажил многолетнюю проблему в Мирном. Опоры моста, ведущего к микрорайону Заречный, подмывает вода реки Ирелях. Это обеспокоило одного из горожан. Фото прислал он в чат-бот телеграм-канала «Алмазный край». Цитата: «Смыв грунта осталось 13-15 сантиметров до бетонного основания», написал подписчик. В Мирнинском управлении ЖКХ о проблеме знают и считают, опасаться нечего, ситуация не аварийная. Однако, чтобы не допустить ЧП, администрация изменит планы. Капитальное укрепление основания опор моста стояло в плане на лето этого года, но работы проведут раньше. Сейчас приняли совместное решение руководства Алроса и города в части поддержки нас материалами. С местными предпринимателями мы обговорили, чтобы транспортом помогли. И в ближайшие дни сформируем, так скажем, план работ. И до конца мая укрепление основания моста планируем завершить. В Международный день семьи в Фонде «Защитники Отечества» развернулась фотовыставка «Семья героя». Это первая выставка республиканского бессрочного фотопроекта. Организатором является Союз семей «Память воинов СВО» при поддержке Фонда «Защитники Отечества» и «Илтумен». «Семья героя» призвана объединить якутян перед лицом утраты и увековечить память тех, кто отдал свою жизнь во имя Родины. На экспозиции представлены портреты 32 членов семей бойцов СВО. Планируется, что на фотовыставке запечатлят еще большее число семей, а также то, что она будет передвижной. Выставка у нас, конечно же, передвижная. У нас собственные мольберты, и мы можем, значит, в любом месте представить нашу выставку. О площадках мы будем договариваться, и все желающие могут посмотреть нашу фотовыставку, потому что она еще пополняется, и в данный момент у нас готовится вторая выставка. Мы хотим, чтобы все посмотрели и знали в лицо не только героев специальной военной операции, но и их родных и близких, которые героически увековечивают память. Поющий сухой фонтан на площади Республики в Якутске планируют запустить 1 июня. Однако фонтан может начать работать и раньше официальной даты, если установятся благоприятные погодные условия. Напомню, площадь была обновлена в рамках реализации мастер-плана Якутска. После благоустройства она стала центральным общественным пространством столицы, где проходят культурные и социальные мероприятия, включая праздники республиканского значения. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Еще одно замечательное событие пройдет в Якутске с 29 по 31 мая. Это фестиваль гастрономических коллективов «Гастроарт». Проходит он в рамках второго международного форума креативных индустрий, созданного на Дальнем Востоке «От творчества к экономике». Сегодня у нас есть возможность узнать о нем поподробнее, ведь у нас в гостях непосредственно организаторы данного фестиваля. Это ресторан Kitchen, а точнее шеф-повар Евгений Новгородов. Евгений, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Сразу первый вопрос, да, как уже заявлено было подробнее о фестивале. Расскажите, есть ли какая-то программа уже? Да, конечно, программа уже составлена, то есть, как вы уже сказали, 3 дня она будет идти у нас, 29-го она начинается, 31-го заканчивается числа. А что касается, более внутренних каких-то моментов, это большой съезд, большой форум
работников общепита, да, то есть те, кто занимается ресторанами, барами там, и так далее. И это уникальная возможность всем гостям и жителям столицы республики Якутия, да, то есть посмотреть, вот, вообще послушать, как это все работает изнутри. То есть будет очень много спикеров, которые там со всей России приехали к нам. Вот, то есть есть творческая часть, да, то есть где будут готовиться какие-то блюда, мастер-классы проводиться известными шеф-поварами и так далее. Ну и, соответственно, экономическая часть, где будут уже больше разговаривать там про цифры, про деньги, про выручки, ну и так далее. Про бизнес, да? Ну да. Но если мы правильно понимаем, то фестиваль «Гастроарт» — это, конечно, отличная возможность, да, познать такую, как бы сказать, гастрономическую культуру, да, не только республики, но и, собственно, и дальневосточной кухни, правильно? Да, все правильно. То есть очень много ребят, спикеров и шеф-поваров именно оттуда будет привезено сюда. То есть с Дальнего Востока тоже? Конечно. Это не республиканское мероприятие? Супер. Хорошо. Ну а далее мы знаем, что вы запускаете для этого меню определенное, да, какое-то? Наверное, каждый ресторан представляет меню, которое есть у него, или это разработано специально для этого фестиваля? Нет, оно разработано скорее для лета, ну то есть есть сезонность, да, есть там зима, ну и там определенное меню, есть, допустим, лето, там уже идет тоже также определенное меню. То есть если рассказать подробнее про меню, мы его очень облегчили, да, то есть мы убрали какие-то жирные позиции, мы добавили больше овощей, свежей зелени, ну, того, что тебя не отягощает летом, потому что всем нам летом хочется быть красивыми, стройными и чувствовать себя очень хорошо. Вот поэтому меню мы создавали в такой концепции, то есть она в любом случае крутится также вокруг нашей печи, вокруг нашего гриля, но продукты мы берем какие-то более низкокалорийные, ну, вот в таком формате получается. А в целом на фестивале, я так понимаю, вот это меню уже будет представлено или нет? Мы это меню запускаем раньше. Это меню мы запускаем во вторник на следующей неделе. А на самом фестивале оно потом будет уже? Или там как-то по-другому? Не пересекаются. Не пересекается, да. Ну а вообще, возвращаясь вновь к фестивалю, да, как будет проходить? То есть вот гости, допустим, захотели посетить один из этих 3 дней, да, приходим. Что мы можем? Посмотреть мастер-класс, да, попробовать какую-то кухню, да, или как это все происходит? Смотрите, там получается, помимо того, что будет проходить мастер-классы и будут выступать спикеры, также на улице будет представлена торговля, то есть местные ребята, кто ресторанами владеет, они будут выставляться с торговлей, со своей продукцией, с местной, получается. Плюс внутри, это же в квартал труда все будет происходить, и внутри есть зона фудкорта, и там, соответственно, мы договорились с ребятами, которые там уже сейчас находятся, они будут также делать спецпредложения с локальным продуктом, чтобы ребята, которые приехали сюда, допустим, да, в первый раз, чтобы они могли вообще понять, что такое Якутия, попробовать якутский продукт локальный, да, и чтобы у них какое-то представление вообще сложилось о якутской еде. Вот поэтому как бы все направлено на то, чтобы новых каких-то гостей познакомить, да, с культурой потребления в Якутске. То есть мы будем узнавать дальневосточную кухню, а гости с Дальнего Востока будут узнавать якутскую. Такая коллаборация, да? Все перемешано. Обмен кухнями. А в квартале труда все это будет происходить, и, я так понимаю, посетить любой желающий может Конечно, прийти. конечно. Все условия посещения, я думаю, можно посмотреть у них на сайте, то есть перейти на сайт и посмотреть, как туда попасть. Ну и, соответственно, время мастер-классов тоже расписано. Конечно, там все расписание будет выставлено. Мастер-классы тоже там же будут проходить. В квартале? На улице все. Имеется в виду, да. То есть там специальные площадки подготовлены будут. Возвращаясь все-таки к ресторану Kitchen, шеф-поваром которого вы являетесь, да, мы уже поговорили о том, что запускается новое обновленное летнее меню, да, а также мы знаем, что еще совсем скоро открывается терраса. Все верно, мы открываем террасу, она будет у нас уличная, то есть рядом с рестораном. Вот мы подготовим ее, она у нас открывается, я надеюсь, к 1 июня мы ее откроем. Вот. То есть мы для террасы, соответственно, будем подготавливать карту там охладительных напитков, да, потому что лето будет жарко, вот. Ну и, соответственно, все это опять же подкручивается под новое меню. То есть мы запускаем новое меню, мы запускаем летнюю террасу, мы готовы к летнему сезону. Вот. И мы бы хотели специально для наших гостей запустить маленькую викторину. Вот. Хотим разыграть сертификат. Вот, давайте. Очень любят это наши телезрители, да. Ну и, дорогие друзья, присоединяемся. Напоминаем вам о том, что мы часто проводим подобные раздачи подарков, поэтому нужно просто сейчас правильно ответить на поставленный вопрос. Ну и вопрос сегодня будет логичным. Не отходя от кассы, да, не отходя от темы,
Подарок получит тот, кто на вопрос ответит следующий. Вопрос звучит как: в каком году начал свою работу ресторан Kitchen? Вы видите QR-код на своем экране, вот где-то вот тут вот можете его отсканировать, в наш телеграм-канал попасть, там вопрос будет, и там в комментарии нужно будет обязательно ответить, да. А подарок-то у нас, Евгений, замечательный. Да, продемонстрируйте, Да, конечно. вот такой сертификат. Вот сертификат. Сертификат на энную сумму. Ну, этой суммы хватит как минимум на 2 человека, чтобы вкусно Конечно. провести пятничный вечер. С учетом информации о среднем чеке хватит вполне. Возвращаясь все-таки к работе ресторана Kitchen, да, ну вот есть определенная история, есть определенный опыт, да, и все-таки в чем, вы думаете, отличительная черта именно вашего ресторана? Все дело в специфике заведения, то есть кто вокруг чего крутит свою концепцию, да, то есть мы крутим свою концепцию вокруг огня, вокруг печи, и, ну, я сколько здесь работаю в этом регионе, знаю таких заведений очень мало. Кто, ну, владея даже такими инструментами, вообще, в принципе, раскрывает всю концепцию меню вокруг этого. Вот, соответственно, мы стараемся акцентировать в каждой позиции в меню, акцент делать именно либо на печке, либо на гриле, либо, если есть возможность, на том и на другом. Соответственно, это наша фишка. Это то, что мы любим, это то, что мы умеем, это то, что мы хотим показать в городе, чтобы все это попробовали. Ну и такой вопрос уже более общий, обширный по поводу сферы, в принципе, питания как такового, даже не сфера, а явления как такого, как питание и кулинария. Кулинария, она тоже развивается, она не стоит на месте, это в том числе и искусство некое. А вот какая современная кулинария, в чем ее суть, вообще в общих чертах? То есть как она изменилась ну, это много лет? Это, наверное, вот, знаете, это у каждого будет свой ответ на этот вопрос. То есть, как по мне, все самое вкусное в простоте. Да? То есть мы там, не заморачиваемся насчет каких-то молекулярных таких вот изысков и так далее. То есть мы понимаем, что мясо, условно, с грилем — это вкусно. Да, хорошее мясо, хорошие там специи, да, хорошо подобранный соус-гарнир, плюс огонь живой, да, как у нас это готовится мясо. Это в априори вкусно. Вопрос в том, ну, то есть насколько ты можешь вкусно это приготовить. Вот и все. Ну и с печью то же самое. То есть, да, выпечка, какие-то блюда, которые готовятся в печке, это в априори очень хорошо. То есть там не надо ничего мудрить. И тут, я говорю, тут зависит от того, какая концепция заведения. Если вы хотите удивлять чем-то там, выводить какой-то вкус, там, не знаю, из гороха какого-нибудь, то пускай будет так. Почему бы и нет? Или молекулярная, как там икра из хлеба. Да. Ну что, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что с 29 по 31 мая пройдет фестиваль гастрономических коллективов «Гастроарт». И вот как раз-таки там можно будет увидеть, наверное, и такую очень необычную кухню, и, допустим, совершенно что-то простое, но каждый найдет там свое. Самое главное, чтобы было вкусно. А вкусно, скорее всего, будет. Спасибо большое за эту беседу. Мы желаем отличного дня, конечно же, и чтобы отлично гастроарт прошел. Спасибо большое. Вот. А с вами, дорогие зрители, мы на этом прощаемся. Желаем, конечно же, в грядущих замечательных, просто великолепных выходных. Не обращайте внимания на пасмурную, прохладную погоду. Все тепло находится внутри нас. До новых встреч. Школа — добрая страна, не любой как дома. Школа каждому нужна, это аксиома. Школа каждому нужна, аксиома. Здесь встречают нас друзья, их так много разных. Школа — это ты и я, школа — это классно. Школа — это ты и я, это классно. Мы станем лучше и сильнее, ярче и добрее, и старше постепенно. Нас ожидает каждый день, в школе каждый день.
и брать не пишу. Школа вселенная, школа порядок. Если мечтаешь дотронуться до неба, стать твоим. Если ты смех, время больших перемен к лучшему меняет нас. Школа, школа. Мы станем лучше и сильнее, ярче и добрей. И старше постепенно нас ожидают каждый день в школе, каждый день.